С начала года в Якутии уже зарегистрировано 42 пожара, при этом большая часть возгораний происходит в жилом секторе. К сожалению, во время подобных ЧП не обходится без человеческих жертв. Только за последние сутки на пепелище были обнаружены тела 3 человек, рассказывает Виталий Абрамов. Очередная трагедия разыгралась в поселке Белая гора Абыйского района. На пульт оперативного дежурного сигнала пожара поступил в 11 вечера. В подъезде двухэтажного 8-квартирного дома наблюдалось густое задымление. Очаг возгорания находился в одной из квартир. Всего работало 3 АЦ от пожарной части и дополнительно от способа аэропорта 1 автоцистерна. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать возгорание, но, к сожалению, на месте пожара был обнаружен труп хозяина квартиры. Как предполагают эксперты, пожар возник из-за курения в неположенном месте. У пострадавшего в основном повреждены правая сторона, верхняя конечность. У дивана тлела очень долго ватная вата. Была поэтому огонь, повреждена небольшая часть стены, соприкасающаяся с диваном. В тот же вечер в ходе тушения пожара частного дома в селе Кундяя Сунтарского улуса обнаружены тела еще 2 человек. Тут уже криминалисты не исключают и криминальный след. В настоящее время по данному факту Нюрбинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия с дислокацией в селе Сунтар проводится доследственная проверка, в рамках которой для установления причины смерти мужчин и причины возгорания назначены соответствующие экспертные исследования. Таким образом, с начала этой недели на месте пожаров обнаружены тела уже 5 человек в Чурапчинском, Ленском, Абыйском и в Сунтарском улусах. Основными причинами возникновения пожаров по-прежнему являются это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В итоге хотелось бы напомнить элементарные правила пожарной безопасности. Не допускайте неосторожного обращения с огнем. Будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей. Следите за состоянием электропроводки и ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Виталий Абрамов, Екатерина Соломова и Иван Семенов, НВК Саха, Якутск, Абыйский район.